Kız ben, охо, охо, охо. Теперь девушка поет. Менің атым неге керек, айтшы жас жігіт, айтшы жас жігіт, айтшы жас жігіт. Bir көргеннен қалдыңыз ба мені шын сүйіп, мені шын сүйіп, мені шын сүйіп. Тоқтаңыз сұлу қыз су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрын қызбен. Охо, охо, охо. Всегда надо петь. Вам нравится эта песня? Да, ну легкая песня, Да. и перевод, в принципе, понимаю. Да, перевод понятно, да? Это о любви, да, о знакомстве, да. Ага. Тоқтаңыз, это постойте, да, подождите. Сұлу қыз, красивая девушка, которая ищет воду. Это вообще-то польская песня. Такой удачный перевод. И постоянно, например, где бы мы с кафедрой не ходили, не ездили на конференцию, что республиканскую, что международную, это как гимн нашей кафедры. Мы всегда поем. Также, кого я обучаю казахскому языку, в первую очередь поем эту песню. Мои все студенты, даже сотрудники, я работала в Казахтелекоме, мои сотрудники даже каждый день это поем обязательно. И вот одно из песен, которые часто как бы просят петь. И молодые, и взрослые, да. Поэтому думаю, что это вам понравится. Что первая песня, что вторая, да? Да. Да, и первую не забудем, будем петь. Теперь вы откройте скайп, давайте чуть-чуть будем писать диктант. Не то, что диктант, я на русском, а вы на казахском, да? Давайте фразы. Настроили, у вас же есть, да, на казахском языке? Вы будете писать и мне отправлять. Да, давайте. У моей бабушки. Менің әжемде. Тамаша. Ага. В продуктовом магазине. Так, азық. Так, продуктовый магазин, да? Ага. Азық-түлік дүкенде. Азық-түлік дүкенде, правильно? Тут есть еще какие есть магазины? Так, продуктов. Кроме пищевые. Да, поэтому азық-түлік это же идет как определение. Азық-түлік дүкен. Где? Еще раз, когда пишем. Азық-түлік дүкенде. Дүкенінде. Тамаша. Ага. Теперь у вас есть деньги? Так, сізде ақша бар ма? Сізде ақша бар ма? Тамаша. На проспекте Абая. Так. Абай даңғылында. Да, Абай даңғылында. Тамаша. Тамаша. Даңғылында. Там да? Даңғылында. Ага, остальное правильно. Жақсы, жарайсыз. Теперь на автобусной остановке. Так, на автобусной остановке. Аялдама. Как? Правильно. Ну, сначала идет определение, да? Какая остановка?
Автобус. Да, автобус. Ага. Автобус аялдамында. Аялдама, потому что автобусная. Сначала окончание третьего лица. Ага. Аялдама, да. Почему? Окончание третьего лица где? Аялдаманда. Нет, Да? нет. Аялдама, она основа, заканчивается на А, на гласное. После гласного окончания третьего лица какую? Так, третьего лица. После гласного. Сейчас я забыла. Угу. Он, его, ее имеет. Он аялдама. Да, ага. А как теперь будет, да, а как теперь будет на автобусной остановке? Автобус аялдамасы. С и Да. местный падеж. Да, да, ага, пишем. Угу. Аял. Так. Автобус аялдамасында. Тамаша, ой, жарайсыз, Айслу. Дальше. У моей дочери. Угу. Так. Да. Угу. Тамаша, жақсы. Ага. У его родственников. Да. Во множественном числе, да, Он. родственников? Угу. Так, родственники в каком? Забыла слово. Туз. Туз. Да, туз. Туысында, да? Да, ага, туысында. Оның туысында. Тамаша, ага. Туысында. А как будет наши знакомые? Біздің. Біздің. Так, знакомые. Как сейчас, подождите. Танц. Да, да? Да. Ага, да, наши знакомые. Угу. Угу. Біздің таныстарымыз. Теперь осталось только две. Ой. У вас есть словарь? Казахский вообще, да, есть. Нет, пишите на казахском. У вас есть словарь? Здесь сөздік бар ма? Тамаша. Ага. Дальше. У моего друга есть деньги. У моего друга. Угу. Да. Ақша бар. Менің досымда ақша бар. Тамаша. Жақсы. Жарайсыз, Айслу. Өте жақсы. Вот как я сказала, надо вам поработать с пословицами, да? Теперь вот домашнее задание. Посмотрите, Айслу. Мәтінді оқып аударыңыз. Прочитайте текст и переведите. Сейчас просто прочитайте. Бұл Абай көшесі қаланың орталығында. Абай көшесі мен достық даңғылының бұрышында кітапхана бар. Кітапханада мектеп орны. Мектеп орнында емхана. Сол жағын бар. Абай көшесінде мұражай және қонақ үй орналасқан. Қонақ үй